думаем, что завтра к вечеру подтверждение уже будет. Вот. Это показывает, вот, насколько важно тем гражданам, которые ранее приезжали из-за границы, но и сейчас уже приезжают из других регионов России, самоизолироваться. Еще раз вот хочу сказать, что те, кто у нас приезжает из-за границы, с 1 апреля они уже даже не самоизолируются, они в обязательном порядке помещаются в обсерваторы. А те, кто прилетел из других регионов России, вот начиная с субботы, они в обязательном порядке должны самоизолироваться на 2 недели, вот, ну и сообщить о своем прибытии. Вот, сегодня в аэропортах и железнодорожных вокзалах соответствующая работа по уведомлению всех прилетающих и приезжающих проводится. Очень прошу здесь жителей Якутии быть в этом отношении очень внимательными и, еще раз говорю, не допускать нарушения режима самоизоляции. Самое главное сегодня, вот как раз для лиц, прилетающих извне республики, сегодня вот режим, который позволяет нам сегодня не допускать более широкого развития коронавирусной эпидемии. Также хочу сказать, что с сегодняшнего дня у нас начаты занятия в общеобразовательных учреждениях, в школах республики. Начаты они в основном в дистанционной форме, через сеть интернет. Надеюсь, что в течение этой недели работа будет полностью отлажена. Но где-то 10% детей, которые у нас находятся в труднодоступных населенных пунктах, где или отсутствует сеть интернет, или она работает крайне нестабильно, принято решение, что они могут заниматься или группами до 12 человек, соблюдением всех норм, которые установлены при борьбе с коронавирусной инфекцией, в очной форме будут заниматься, или будет это просто вот разнос в маленьких деревнях заданий со стороны учителя, ну и потом будут собирать и будут смотреть уже результаты, скажем так, исполнения тех или иных заданий. Вот. Ну, причем задания будут сдаваться в том числе и вот на электронных носителях. Думаю, что эта форма обязательно нашим детям нужна, обучение дистанционное, потому что в любом случае наши дети должны получать образование. Конечно, дистанционное образование, может быть, не будет таким качественным, как очное, но в любом случае оно важно. Вот. И надеюсь, что результаты в целом внедрения этой системы скажутся позитивным образом в целом на развитии системы образования. Много вопросов поступает по работе государственных учреждений, в частности по МФЦ. Хочу сказать, что с сегодняшнего дня МФЦ у нас работает, но работает оно по предварительной записи и только по тем услугам, которые не предоставляются в электронном виде. Все услуги, которые предоставляются в электронном виде, так они и будут предоставляться, в очном виде они предоставляться не будут. Вот, поэтому граждан прошу на это тоже особое внимание обратить. Ну и хочу сказать, что на самом деле ситуация в целом в стране непростая по распространению коронавирусной инфекции. Видим, что практически во многих регионах идет достаточно такой серьезный рост заболеваемости. И именно поэтому сегодня необходимо сохранять спокойствие, надо сохранять самоизоляцию. Вот. Опять же, много вопросов поступает по аэропорту, почему мы аэропорт не закрываем, ссылаются на примеры других регионов. На самом деле ни один регион Российской Федерации сегодня авиасообщение не закрыл, они все работают. Другой вопрос, что по ряду аэропортов авиакомпании просто приостановили все свои движения. Например, авиакомпания «Победа» в стране остановила свое авиасообщение. Есть у нас уже сокращение со стороны С7 в целом по стране, и у нас по Якутску рейсы начинает снимать и Аэрофлот, поэтому сокращение такое есть, и оно, конечно же, действует в целом на ограничение уже авиасообщения внутри страны. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 6 апреля. Оставайтесь с нами. Медицина касается абсолютно всех. Меня, вас, наших детей, родителей, абсолютно всех. Медицина сегодня подчиняется местным властям, и не везде у нас одинаково высокий, достойный уровень медицинской помощи. Чтобы иметь везде, по всей стране, одинаково доступную, одинаково качественную, достойную медицинскую помощь, я считаю необходимым внести этот